Эльмира Исмаилова 14 лет продает посуду на рынке Дурдой. На протяжении 8 месяцев не может получить товар из Китая, который стоит на границе. По ее словам, она залезла в долги и сейчас не может расплатиться. Некоторые из предпринимателей находятся на грани банкротства. Раньше все было нормально, товары шли. После пандемии в марте я отправила деньги за товар и до сих пор не получили. Со стороны государства нет никакой помощи, хотя ежемесячно оплачиваем все налоги. Теперь не знаю, что делать, как жить дальше. Таких, как Эльмира, на рынке очень много. К примеру, Мирхан тоже работает 15 лет на рынке Дурдой. Она еще в феврале этого года отправляла деньги в Китай для покупки товара, но до сих пор не получила. По ее словам, товар уже пересек границу и находится в нейтральной зоне. Однако получить предприниматели не могут. У нас товар, который стоит здесь, почти закончился. То, что стоит на витрине, это одни остатки. Для того, чтобы продать, нужно, чтобы были полный комплект. У всех есть кредиты, аренда, долги. Сейчас сложилась нелегкая ситуация. Нам тоже нужно кормить семью, детей. И так из-за пандемии мы сидели без работы. А сейчас такая проблема. Было бы хорошо, если государство оказало нам помощь. Мы не просим ничего большего. Просто окажите нам содействие в решении данной проблемы. Почти 80% обуви в Кыргызстане заводится из Китая, остальные 20% из разных стран. Например, Чолпон для того, чтобы вовсе не остаться без товара из Китая, вложила деньги на турецкие товары. Так как грузопоток из Турции идет без каких-либо проблем. Но оказалось, что цены на турецкую обувь значительно дороже и не все могут позволить себе. На базар идет среднее население, которое привык к китайскому товару. Турция для них слишком дорого получается. И вот из-за этого у нас проблемы с торговлей немножко, потому что нету товара с Китая, не идет наше правительство, наша таможня, наш Минэкономики. Конечно, нам обещали помочь, но пока помощи нету. Товар идет, но это капля в море для Дурдой идет. И то, что товар идет, ладно, еще раз таможка сильно большая, курс доллара большой. И в этом году мы, можно сказать, очень слабо работаем. Предприниматели отметили, что ограничение пропуска фур с грузами из Китая наносит урон бизнесу. Вывоз товаров из Поднебесной сократился в разы и поднимался не раз на государственном уровне. Но ситуация остается плачевной. Хотя было множество переговоров с китайской стороной. Вопрос остается открытым и по сей день. То есть до сих пор мы не можем получить товар своевременно. Товар, который должен прийти в ноябре месяце, отправленный в августе. Мы даже в ноябре его не получили, слава богу, сегодня декабрь. Соответственно, этот товар, если мы получим неизвестно когда, может в январе, может в феврале, он уже потерял свою актуальность, сезонность. Люди своевременно, предприниматели, не могут заплатить кредиты, не могут получить в свое время у нас какие-то обязательства через китайской стороной. Поэтому проблемы до сих пор существуют. Между тем, ранее исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков на 19-м заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества провел видеоконференцию. В своем выступлении он уделил особое внимание вопросу создания условий для бесперебойного осуществления грузовых перевозок с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и полноценному функционированию контрольно-пропускных пунктов. В этой связи Кыргызстан предлагает рассмотреть возможность упрощенного порядка и процедур въезда и выезда грузовых автотранспортных средств через контрольно-пропускные пункты и расширение применения механизмов зеленых коридоров при осуществлении товарооборота между нашими странами. Стоит отметить, по данным Ассоциации рынков, с начала пандемии из-за закрытия кыргызско-китайской границы сорваны 3 сезона торговли, под угрозой 4-й. Азамат Кинжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.